Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджира в Сухуми, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжается в здании СГБ. Судебный процесс по делу о тройном убийстве начался с ходатайства адвоката Автандила Чкадуа. Он отметил, что в постановлении о проведении комплексной судебной экспертизы следователь Генеральной прокуратуры, описывая обстоятельства убийства, говорит о том, что в результате стрельбы со стороны потерпевших обвиняемый Беслан Бганба получил ранение правой ноги. 8 мая 2020 года Бганба был задержан. При задержании он оказал сопротивление, был ранен и доставлен в Гулрыбскую ЦРБ. При освидетельствовании Бганба на правом бедре были обнаружены 2 рубца и еще один рубец на правой голени, образовавшийся, возможно, в результате огнестрельного ранения. Из обстоятельств дела точно так и написано. В ходе дальнейшего расследования при проведении освидетельствования Бганба в области бедра правой голени, здесь непонятно ноги, в области бедра правой голени, то есть бедро или голень имеется в виду, не знаю, были обнаружены 2 рубца. Затем и в области правой голени 1 рубец. Здесь как-то не могу понять, сколько ранений и в какой части. Хочу обратить внимание суда на то, что из постановления следователя 14 мая 2020 года усматривается, что они уже 26 декабря 2019 года им было известно, что в результате ответной стрельбы со стороны потерпевших Бганба был ранен в область правой ноги. Но при проведении судебного следствия обвинение не представило суду эту оперативную информацию, а также свидетелей и письменных доказательств о том, что Бганба был ранен в область бедра правой ноги. Также адвокат подчеркнул, что, назначая комплексную экспертизу, следователь обязан был привлечь к ней экспертов разных областей – баллистов, криминалистов, трассологов, которые могли бы ответить на все поставленные вопросы, но этого сделано не было, что нарушает Уголовно-процессуальный кодекс. Затронуты вопросы расстояния, взаимного расположения стрелявших и от прямого попадания пуль, либо в результате их рикошетами были нанесены огнестрельные ранения. Следователь, назначая комплексную судебную экспертизу, ставя такие вопросы, касающиеся различных областей специальностей познаний, таких как криминалистика, трассология, баллистика, следователь обязан был в своем постановлении указать экспертов, соответствующих специальностям. Следователь, ставя вопрос 2.5, какой калибр оружия, из которого были произведены выстрелы, был обязан в соответствии со статьей 199 пункт 1 УПК направить эксперту все необходимые материалы, в том числе и оружие, необходимое для производства экспертизы. Не говоря уже о том, что данное оружие не было представлено даже суду, а после осмотра возвращено потерпевшим. По мнению Автандила Чкадуа, в подборе экспертов также был нарушен закон, согласно которому руководитель судебно-экспертного учреждения обязан после получения постановления о назначении судебной экспертизы поручить ее производство эксперту или комиссии экспертов данного учреждения, которые обладают специальными знаниями в объеме, требуемом для ответа на поставленные вопросы, что, по словам Автандила Чкадуа, сделано не было. То, что вышеуказанный состав комиссии не являются экспертами, подтверждает и статья 12 указанного закона, которая гласит: государственным судебным экспертом является аттестованный работник государственного судебного учреждения, произведящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей. А также статья настоящего закона также гласит: должность эксперта может занимать только лицо, имеющее высшее профессиональное образование и прошедшее последующую подготовку по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих органов исполнительной власти. Адвокат также указал, что из закона следует определение уровня профессиональной подготовки экспертов и аттестация их на право самостоятельного проведения судебной экспертизы осуществляется экспертно-квалификационными комиссиями. Уровень профессиональной подготовки экспертов подлежит пересмотру указанными комиссиями каждые 5 лет, и эти данные об экспертах должны быть указаны в заключении эксперта.
По словам Автандила Чкадуа, этих данных нет, за исключением эксперта Бобуа, имеющего высшее медицинское образование и экспертный стаж работы 25 лет. О том, что заключение эксперта за номером 63 является неполным, подтверждает то, что в исследовательской части эксперт описывает, что у Бганба правой височной области на выбритом участке кожи имеется заживающая рана длиной 7,5 сантиметров, ушитая 4 швами, обработанная бриллиантовой зеленью. Я здесь неоднократно ставил этот вопрос, на что не отвечал эксперт, мы это прекрасно помним. Но в заключении он об этом пишет. Во втором межреберье имеется дренаж с электроотсосом. В левой подключительной области внутренний катетер, подключенный к физиологическому раствору. А также, акцентирую внимание, а также две свежие заживающие раны на внутренней, наружной, боковых поверхностей правой ноги. Речь идет опять о правой ноге. Всем вышеуказанным ранее полученным повреждениям экспертам не дан ответ, так как был поставлен вопрос следователя, какие огнестрельные ранения имеются на теле Бганба, какова давность их образования, характер, количество и локализация. Хотя точно установлено, что вышеуказанные огнестрельные повреждения в области головы и правой голени были получены в момент задержания Бганба. По словам адвоката Чкадуа, Бганба ранее говорил, что рубцы на теле у него образовались после многократного введения метадона, из-за чего и появились язвы. Обвиняемый просил привлечь к экспертизе нарколога, но его просьба была проигнорирована. Также, по словам Автандила Чкадуа, к заключению не были приложены материалы, схемы, фотографии, содержание и результаты исследований с указанием примененных методик, что также нарушает требования УПК Абхазии. На основании всех приведенных нарушений Чкадуа ходатайствовал признать заключение комплексной экспертизы недопустимым доказательством и исключить из перечня доказательств, представленных стороной обвинения. На ходатайство стороны защиты ответил заместитель генпрокурора Абхазии Руслан Тыркба. Доводы защиты несостоятельны ввиду того, что при назначении указанной экспертизы в материалах уголовного дела имелись полученные из службы государственной безопасности, исходящий номер 18458 от 24 декабря 2019 года, сведения о получении непосредственно Бганба огнестрельного ранения бедра в ходе попытки обороны со стороны пострадавших на набережной Махаджира в городе Сухум 26 декабря 2019 года. Имеется в виду ответ, это дата получения этой информации. Из чего следует, что данная информация не являлась предположением органа предварительного следствия. Руслан Тыркба также подчеркнул, что в ходе судебного следствия был допрошен свидетель Дамей Авицба, подтвердивший все изложенные факты. А также иными исследовательными письменными доказательствами было установлено, что супруга Бганба Инапха Юлия Станиславовна после совершенного убийства на набережной Махаджиров занималась поисками медицинских препаратов по заживлению свежих рубцов, один из которых впоследствии был обнаружен при задержании Бганба в селе Губ Ачамчилского района. По словам Руслана Тыркба, доводы стороны защиты о необходимости привлечения для установления характера повреждений Бганба экспертов в области криминалистики, трассологии и баллистики также несостоятельны, так как поставленные исследователем вопросы не требовали привлечения указанных специалистов, и эксперты не заявляли соответствующего ходатайства при проведении исследования. Из материалов дела следует, что один из преступников получил огнестрельное ранение в области правого бедра при производстве ответных выстрелов со стороны одного из потерпевших Авицба из пистолета системы Glock-17. По результатам проведенных экспертиз было установлено, что обнаруженные на месте убийства Авицба гильзы являются частью патрона 9-го калибра и стреляны из пистолета Glock-17 аналогичного калибра. Заключением комплексной судебно-медицинской экспертизы и показаниями экспертов установлено, что обнаруженное на правом бедре Бганба огнестрельное ранение по диаметру раневого канала составляет не менее 5,8 мм, из чего следует вывод о причинении последнему огнестрельного ранения в результате произведенных выстрелов потерпевшим Авицбу.
Руслан Тыркба также подчеркнул, что судебная экспертиза может проводиться государственными судэкспертами и иными экспертами со специальными знаниями. Эксперт, по словам Тыркба, не обязан прикладывать к заключению иллюстрации и материалы, он вправе изготовить и приобщить их при необходимости. Также замгенпрокурора указал на то, что в заключении экспертизы указано, какой объем исследований проведен каждым экспертом комиссии, и ввиду отсутствия противоречий в их выводах, заключение подписано каждым из них. По смыслу указанной нормы к иным экспертам относятся эксперты негосударственных судебно-экспертных учреждений, а также лица, не работающие в судебно-экспертных учреждениях, в том числе сотрудники научно-исследовательского учреждения иной организации, обладающие специальными знаниями и имеющие в распоряжении необходимое экспертное оборудование. Как было отмечено выше, руководитель Бюро судебно-медицинских экспертиз БОБО по согласованию со следователем в соответствии с требованием пункта 2 части 3 статьи 14 указанного закона для производства комплексной экспертизы привлек специалиста, не работающего в данном экспертном учреждении, что также не противоречит требованиям пункта 2 статьи 15 Закона Республики Абхазия о государственной судебно-экспертной деятельности в Республике Абхазия. Начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба также отметил, что в ходе судебного заседания эксперты ответили на все вопросы. По результатам экспертизы эксперты ответили на все вопросы, в том числе и на вопросы, связанные с характерными повреждениями на всех участках. Было отмечено, что имеются свежие раны, они забинтованы и отмечены как свежие раны. И, соответственно, уже дальше идет упор на правую ногу, где они проводят соответствующие экспертизы и соответствующие исследования. В самой экспертизе не указано ни одного слова, что при проведении данной экспертизы проводились какие-либо дополнительные исследования или фотоснимки. Соответственно, поэтому они не были приложены в качестве приложения. Адвокат потерпевшей стороны Инга Габилая отметила, что в экспертизе дана оценка всем имеющимся у Бганба ранениям, а также, по словам адвоката, при проведении экспертизы обвиняемый Бганба не заявлял ходатайства о привлечении нарколога в комиссию. Всем указанным повреждениям дана экспертам оценка, что указано в разделе «Выводы» в ответе на вопрос 2.1. В части доводов о том, что Бганба просил о привлечении нарколога, то это также является голословным утверждением и ничем не подтверждается. Более того, врач-нарколог, как и сторона гособвинения уже отразила, может лишь дать ответ на вопросы, не имеющие отношения к предмету исследования, так как эксперт-нарколог позволит выяснить вопросы о том, пребывает ли обследуемое лицо в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, существует ли у него зависимость, вид, способ, частота употребления. Кстати, по этому поводу также дали пояснения свои и Бобо, и Чагава, что привлечение врача-нарколога не было необходимости. По словам председателя коллегии, судьи Верховного суда Майи Квициния, при назначении и производстве комплексной экспертизы требования Уголовно-процессуального кодекса нарушены не были, а потому ходатайство адвоката Автандила Чкадуа было отклонено. Судебная коллегия отмечает, что автором ходатайства суду не представлено доказательств того, что статус врача Чагава не соответствует требованиям, предъявляемым государственному судебному эксперту, определенному статьей 12 Закона Республики Абхазия о государственной судебной экспертной деятельности в Республике Абхазия. Согласно показаниям эксперта Берзения, в судебном заседании с органом расследования был согласован вопрос о включении в состав комиссии экспертов по производству указанной экспертизы, что также соответствует требованиям части 2 статьи 15 указанного закона. Иные основания, указанные в ходатайстве адвоката Чкадуа, которые, по его мнению, служат основанием для признания заключения комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении обвиняемого Бганба за номером 63 недопустимым доказательством, судебная коллегия не признает и считает их необоснованными. Судебная коллегия также отметила, что выводы в оспариваемом заключении экспертизы о возможных причинах и механизмах образования и повреждений на теле обвиняемого Бганба носят вероятностный характер. Оценка данного доказательства на предмет его соответствия требованиям глав 10 и 11 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия о доказательствах и доказывании по уголовному делу на предмет ее допустимости, достоверности и достаточности будет дана оценка судом при принятии итогового решения в совокупности и с другими доказательствами, имеющимися по делу. В завершении судебного заседания адвокат обвиняемого Дато Ахалая Игорь Скнарин ходатайствовал о вызове в суд свидетеля стороны защиты. Следующее заседание состоится 10 мая. Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.